Добрый вечер! Сегодня мы начинаем наш новый телевизионный проект «Информационный канал Чечен-Инфо». Программа планируется как часовой информационный телепортал, который будет выходить по субботам. Жанр этого проекта мы определили как общественно-политический телевизионный журнал. Журнал сверстан из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. Надеемся, в течение ближайшего часа мы сможем доказать, что новости – это весьма интересно, если к ним подходить с интересом. Итак, приятного просмотра и в добрый путь. Объективная и независимая экспресс-картина событий недели. Реальная политика и экономика. Важнейшие события в республике и за ее пределами. Ключевые события недели в комментариях Рустама Мугаева. Халява и каша, которая падает с неба. Менее чем за 10 минут автор этой рубрики Рауль Вагапов докажет зрителям, что термин «халява» обозначает не только благо, не отягощенное трудом, но и порок, который в последнее время незаметно внедряется в чеченское общество. Интернет о Чеченской Республике. Малика Муталаева с обзором наиболее интересных событий в России и за рубежом в новостной ленте глобальной сети «Интернет». Битва за международный статус аэропорта Грозный идет с момента его открытия. Почему так происходит и кто стоит за ширмой в противостоянии чеченского руководства и некоторых чиновников федерального уровня? Об этом рассуждает Валид Гинаев. Начало выступления шейха Мансура, отправка чеченской сотни на русско-японскую войну, установление в Чеченской Республике советской власти. Это и многое другое в кратком обзоре ключевых событий нашей с вами истории в первой половине марта на разных этапах развития Чеченской Республики. Обзор наиболее ярких событий прошедшей недели. 10 динамичных сюжетов, каждый из них мини-репортаж на актуальную тему. Информационным поводом для них может стать любое значимое событие минувшей недели. В качестве документальной базы этой рубрики используются оперативные съемки новостной редакции телекомпании «Грозный». Итак, Рустам Мугаев с обзором событий прошедшей недели. На Медне чеченская официальная делегация в составе представителей местного правительства и парламента посетила Ингушетию, где встретилась с вынужденными переселенцами. Были времена, когда в ходе известных событий лица чеченской национальности считали, что лучше длинная живая очередь на приграничных с республикой блокпостах, нежели короткая автоматная в Грозном. Но этот поезд ушел уже давно, и эти времена канули в лету. Тем не менее, выяснилось, что в Ингушетии до сих пор находится более 2000 человек, наших с вами сограждан. В свое время эти лица отказались возвращаться в родную республику, мотивируя свое решение теми или иными надуманными причинами. На поверку выяснилось, все причины лишь в гуманитарной похлебке, которую можно получить, зарегистрировавшись беженцем. Невзирая на диктатичность этой ситуации, вынужденные переселенцы из Чечни требуют оставить за ними статус переселенцев и не желают сняться с миграционного учета. Конечно, каша с неба слаще, чем хлеб с потом. В центре Грозного, на площади Дружбы народов, от которой берет начало проспект Путина, установлена мемориальная плита, посвященная чеченским матерям. На плите изображена женщина-мать, укрывающая детей от огня. По замыслу авторов проекта, мемориал призван олицетворять трудности, лишения и невзгоды, с которыми пришлось столкнуться женщинам из Чеченской Республики в период боевых действий на Северном Кавказе. По словам председателя комитета по делам молодежи правительства Чеченской Республики Нурида Борхаджиева, мемориал является также знаком уважения к женщине-матери за их самоотверженный труд и заботу о ближнем. Добавим, что проект мемориала утвержден лично президентом республики Рамзаном Кадыровым. Также чуть ранее президентом Чеченской Республики подписан указ об учреждении Дня чеченской женщины, который будет ежегодно отмечаться в каждое третье воскресенье сентября. Кадыров публично заявил, что этот праздник будет отмечаться с особым размахом. Жители чеченской столицы неоднократно предупреждались о том, что в отношении лиц, не использующих либо содержащих в ненадлежащем виде свои земельные участки и жилые помещения, будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до изъятия. На сегодняшний день по Грозному членами комиссии проверено около 2000 участков. По итогам проверок составлено 1190 актов и 504 материала, направленные начальникам райотделов милиции в целях привлечения к ответственности владельцев этих участков. Хозяев 646 земельных участков установить не удалось, а 29 земельных участков уже включены в реестр бесхозного имущества. Выявлено также, что еще 44 правообладателя в соответствующих службах регистрации не значатся, и поэтому здесь готовятся материалы признания земельных участков без хозяина. Напомним также, что чуть ранее администрация Грозного начала активную кампанию по увеличению сборов платежей за коммунальные услуги. С теми, кто не платит за квартиру, расторгаются договоры социального найма. В связи с этим мэрия города уже направила в суды десятки дел с просьбой о расторжении договоров социального найма на жилье.
жильцы в которых не оплачивают коммунальные услуги. Граждане, ну поймите же наконец, что временные трудности без социальных условий закончились, и наступили трудные времена, когда необходимо не только потреблять, но и платить за соответствующие услуги. В Чеченскую республику приехал известный российский режиссер Федор Бондарчук. Здесь он сразу же приступил к работе над своим новым проектом, съемкам документального фильма о позитивных процессах, которые происходят в Чеченской республике, и феномене Рамзана Кадырова, который является инициатором всех этих изменений. Известно, что в съемках принимает участие чеченская певица Хейда Хамзатова. Ожидается, что именно ее песни будут звучать в планируемом фильме. В ходе своего интервью СМИ, которое прошло в процессе съемочных работ на территории мечети сердца Чечни, Бондарчук отметил, что съемки ведутся в республику сразу 3 съемочными группами, одну из которых возглавил и сам гуру российского кинематографа. Сообщается также о том, что в целях организации съемочных работ команда Федора Бондарчука пригнала в республику аж целых 2 больших грузовика до отказа, заполненных оборудованием. Обыватели в последнее время почти на каждом шагу пугали слоганами типа «Заплати налоги и спи спокойно». Кажется, в этом году предприниматели нашей республики наконец-то уснут на свободе и с чистой совестью. Заявлено, что в нынешнем году в Чеченской республике будет объявлен временный мораторий на контрольные мероприятия в отношении предпринимателей, реальных производителей продукции и услуг. Об этом в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по Чечне заявил глава ведомства Исмаил Вазарханов на совещании, посвященном планам работы налоговых органов в 2009 году. Ожидается, что повышение качества налогового регулирования позволит смягчить последствия замедления экономического развития в условиях глобального экономического кризиса. Кроме того, планируется, что таким образом чеченские налоговые органы намерены помочь развитию малого бизнеса в республике. Тем не менее, при этом сообщается, что планируется отслеживать предприятия, которые были созданы с целью использования схем уклонения от налогообложения. Так что спать-то можно, конечно, но при этом не стоит забывать отключить сигнализацию. В районе села Знаменское Натеречного района и вдоль берегов реки Терек обнаружено большое количество мертвой рыбы. В этой связи сообщается, что инспекторам Росприроднадзора обнаружить очаг заражения не удалось. Однако, как известно, рыба гниет с головы, так и на этот раз суть в голове, ну скажем образно, в голове реки. Выяснилось, что в республике Северная Осетия-Алания, через которую протекает река Терек, на Павлодольской плотине, расположенной рядом с городом Моздок, была произведена плановая чистка. Неизвестно, что зачищалось и как, но происхождение вредных растворов, которые попали в реку в результате зачистки, пока не установлено. Местными же инспекторами проводится визуальное определение масштаба нанесенного вреда и берутся пробы воды в различных точках зараженного участка. Исследователи таинственно сообщили, что исход и направление этого почти детективного расследования полностью зависит от результатов анализов. Анализы – это дело такое весьма щепетильное и индивидуальное. В условиях последствий мирового финансового кризиса депутаты парламента Чечни приняли поправки в республиканский закон о применении упрощенной системы налогообложения на основе патентов в Чечне, которые призваны облегчить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей. Данные поправки предполагают изменить в сторону уменьшения размеры некоторых ставок потенциально возможного к получению годового дохода по вновь разрешенным видам предпринимательской деятельности. Такое предложение диктуется желанием облегчить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателей на этапе становления их бизнеса в период сложившегося кризиса. Ожидается в будущем, по мере стабилизации экономической ситуации, возможность изменения ставок в сторону увеличения. Депутаты ставят вопрос о том, чтобы заменить срок вступления закона не с 1 января 2010 года, а с момента его официального опубликования. Считается, что в этом случае предприниматели получат возможность пользоваться преимуществами, предоставленными им федеральным законодательством в сфере предпринимательства уже в этом году. Общественный контроль над обеспечением прав в местах принудительного содержания выходцев из Чеченской республики будет усилен. Об этом на встрече с представителями неправительственных организаций региональной общественной наблюдательной комиссии заявил на прошлой неделе уполномоченный по правам человека в Чеченской республике Нурдин Ухажиев. В ходе встречи правозащитники подчеркнули, что тревожных сигналов с мест лишения свободы от граждан Чеченской республики из регионов Российской Федерации в последнее время поступает значительно меньше. В то же время было отмечено, что случаи дискриминации заключенных выходцев из Чеченской республики по национальному признаку все же имеют место. В связи с этим было принято решение, что членами комиссии будет подготовлена специальная карта, на которой будут отмечены наиболее проблемные регионы. Ожидается, что в дальнейшем правозащитниками будут налажены тесные контакты с наблюдательными комиссиями проблемных регионов, с которыми и будет вырабатываться график выездов в исправительные учреждения, из которых поступают сигналы о правонарушениях. Сообщается также о том, что совместная работа УФСИН и правозащитников позволит устранить и предотвратить возникновение нарушения прав заключенных.
В условиях мирового финансового кризиса Чеченская Республика столкнулась с проблемой финансирования по целевой программе. Как мы уже знаем, предполагается значительное сокращение финансирования ФЦП. Поэтому всем министерствам необходимо максимально подготовиться, чтобы защитить свои цифры по проектам восстановления по линии ФЦП. Об этом заявил президент Чеченской Республики на совещании, в ходе которого рассматривались вопросы финансового обеспечения федеральной целевой программы по восстановлению и развитию инфраструктуры Чечни. При этом глава региона добавил, что республика еще в полной мере не ощутила влияние кризиса, что общество должно быть готово предотвратить его удары и минимизировать последствия. Кроме того, президент Чечни еще раз подчеркнул необходимость привлечения кредитных средств в республику. В частности, он отметил, что министерствам необходимо искать инвесторов для восстановления объектов, принадлежащих им. В Гудермесе начал работу завод по производству мороженого, укомплектованный итальянским оборудованием, передает Интерфакс Юг. По словам директора завода Апти Бархаджиева, стоимость проекта превысила 300 миллионов рублей. В настоящее время завод, который входит в предприятие «Айсберг», выпускает 28 видов мороженого. Производительность составляет 45 тонн продукции в сутки. Рабочими местами предполагается обеспечить более 300 человек. Удовлетворять спрос на эту продукцию планируется не только жители Чеченской Республики, но и соседних регионов. В настоящее время налажены тесные контакты с дистрибьюторами из Ингушетии, Дагестана, Ставрополя. Строительство завода велось при поддержке президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и финансировалось региональным общественным фондом имени Ахмата Кадырова. Добавим, что в марте этого года предприятие «Айсберг» включено в общероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России» 2009 года как успешная организация страны. Иногда очевидное и, казалось бы, элементарно понятное ускользает от глаз, делается неуловимым и естественным. Вот таким очевидным, но явно непонятным и необъяснимым фактом для нашего общества в последнее время становится и такое явление, как ожидание манны небесной, или, говоря современным языком, ожидание халявы. О халяве и о каше, которая падает с неба, в нашем коротком сюжете Рауля Вагапова. Халява. Этот термин обозначает легкую добычу. То, что досталось даром, без труда, без усилий, случайно, по стечению обстоятельств. Халява – это благо, не отягощенное собственным трудом. Если обычно халява понимается как нечто объективно существующее, то для некоторых чеченцев с недавних пор это некое вселенское благо, источником которого воспринимается президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Чтобы убедиться в этом, необходимо всего лишь дождаться окончания ежедневной пятничной молитвы в центральной мечети города Грозного. Если до последнего времени мы, чеченцы, привыкли зарабатывать своим трудом и отказывались воспринимать и осмысливать попрошайничество как позорное и постыдное действо, то сейчас это явление, к большому сожалению, становится нормой повседневной жизни. И если в обычном понимании доминирует принцип «дают, бери, бьют, беги», то в наше сознание незаметно входит в обиход новый и отличный от общепринятого жизненный принцип «дают, бери, не дают, беги и проси». Напомним предысторию этого принципа и события, который и стал убедительным и ярким примером позорного для чеченского общества явления. 27 февраля президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с жителями республики, которые обратились к нему после пятничной молитвы в центральной мечети в сердце Чечни с просьбой оказать посильную помощь. В основном все проблемы страждущих касались тяжелого материального положения. В ходе встречи президент помог решению проблем более 40 граждан республики. После такого внимания со стороны Кадырова уже к следующей пятнице народ коллективно хлынул к мечети. В этот день площадь перед центральной мечетью была забита до отказа новыми ходоками. Причем эти ходаки выступили таким широким фронтом, что вся проезжая часть проспекта Исаева какое-то время была полностью заблокирована. За несколько часов до пятничной молитвы на территории, прилежащей к мечети, можно было наблюдать интересную картину. Примерно 1000 человек уже с утра заступили на дежурство в ожидании главы республики. Самое отталкивающее в этом необычном зрелище – это то, что это постыдное действо для некоторых категорий граждан уже стало нормой и воспринимается как нечто само собой разумеющее. Вот и на этот раз электорат приступил к дежурству, пытаясь досчитать, где и когда может оказаться президент, в какую сторону он направится после выхода из мечети. Любопытный момент. Ни один из страждущих так и не совершил пятничную молитву. Их ждали более великие дела. И вот, свершилось.
Все это было бы простительно и даже возможно, если бы все это происходило где-то там, в другом обществе, в другом измерении. Не здесь и не у нас. Но, увы, в этих людях уже погибла душа. Погибла не физически, духовно. Погибла память предков, память тех, кто не прогнулся пылающим Дади-Юте, память тех, кто не сломился в годы депортации в далеком и голодном 44-м. Погибло все, что позволяло им, нашим предкам, гордо заявлять о себе: «Я чеченец». Так что же стало с нами? С нами, чьи предки ставили превыше всего культ чести и человеческого достоинства. И если мы до последнего времени не замечали, насколько актуальна эта проблема, то эта проблема напомнила нам о себе, заставила нас обратить на нее внимание и ужаснуться. То, что сегодня глава республики лично встречается с жителями республики на местах и оказывает им необходимую помощь и поддержку, не что иное, как проявление этики милосердия. Президент понимает, что в постконфликтной ситуации чеченскому обществу, которое с трудом выкарабкалось из двух военных кампаний, как воздух необходима поддержка, внимание и забота со стороны властей. Именно поэтому активными темпами ведется строительство жилья, возрождаются из руин города, восстанавливаются коммуникации, создаются рабочие места и, главное, оказывается индивидуальное внимание к тем, кто опален войной и не может самостоятельно встать на ноги. Как понять, когда вполне здоровые люди, отталкивая коллег из грабленных старушек, лезут в ряды просителей с назойливыми требованиями и просьбами выделить им земельный участок или дом? Как понять человека, который протягивает руку с просьбой об оказании помощи, приобретении отары овец или на строительство дома для сына, который женат и хочет жить отдельно? Такого рода челобитие – не что иное, как попытка паразитировать на том, чье отношение к родному народу, чье мужество и патриотизм возрождают республику из праха. Любопытная деталь. Когда главы администрации районов начинают подробно изучать просителей и их проблемы, то вдруг выясняется, что люди, мягко говоря, не совсем честны. У одного такого просителя оказывается добротный дом и 6 сыновей. Да и сам мужчина здоров, дай бог каждому. У другой квартира сдана в наем, а себе решила добыть другую. Кто-то может возразить, мол, у этих людей есть оправдание, безработица. Но речь идет вовсе не о заработке миллионного состояния, а о том, что можно и нужно чем-то заниматься, а не метаться в поисках подаяния. Вот почему все те, кто обращается к президенту с просьбой о помощи, не говорят о том, что они не могут работать, а лишь говорят о том, что им необходимо для хорошей жизни. В тот день, когда женщины осаждали городскую администрацию, произошла одна сцена, по своей сути, ставшая оценкой происходящему. Одна из женщин на вопрос, что ее сюда привело, какие проблемы, ответила просто: «Я видела по телевизору, как Рамзан Кадыров раздавал мэрии по 50 тысяч рублей, и с тех пор я не могу спокойно заснуть. У меня болит сердце от мысли, что меня в тот день не оказалось здесь». Как говорится, комментарий излишним. Именно из-за таких разрешенных сердец и мелькиных настроений о чеченцах складываются анекдоты. Сидят и беседуют еврей и чеченец. Еврей говорит чеченцу: «Я в детстве мечтал найти чемодан с деньгами». На что чеченец отвечает: «Все чеченцы по сей день об этом мечтают». Авторы этого анекдота, видимо, пытались найти общее между двумя народами. В результате мечта найти деньги. А мечты они такие. Слово «работать» в них в принципе не фигурирует. А может, надежда на ману небесную – это отголоски из палаточных лагерей, в которых наш народ в свое время был вынужден проживать. Возможно, беда в том, что некоторые до сих пор не могут избавиться от статуса вынужденного переселенца. Это некий синдром беженца. Под термином синдрома беженца в данном случае подразумевается период с 1999 по 2003 год. Именно этот отрезок времени десятки тысяч наших сограждан находились за пределами Родины и жили благодаря гуманитарной помощи. Помнится, на одном международном семинаре из уст руководителя иностранной гуманитарной организации прозвучало, что чеченцы любят гуманитарку, потому что это дармовщина. А дармовщина, по его мнению, была и есть реальность чеченской жизни. В ответ на возмущенное возражение прозвучали примеры повторных обращений граждан из Чеченской Республики, которым помощь была оказана по несколько раз. Возразить, как говорится, было просто нечего. Необходимо признать, есть среди нас и такие, кто считает, что в их бедах виноваты все, и потому им полагается долгая и безмятежная жизнь. Понятно и горе, и тяжесть прошедших лет. Понятно и то, что там, в чужом регионе, не было иного выбора, кроме как зарегистрироваться и ждать очередной партии гуманитарки.
Но, увы, именно это чувство постоянного ожидания продовольственной помощи теперь переходит в нечто другое, постоянную надежду очередного подаяния. Причем, независимо от того, кто ее и как окажет. Речь вовсе не идет о той категории людей, которая лишена всякой возможности на самостоятельное существование. Речь идет не о тех, кто в этой помощи действительно нуждается. Помощь помощи рознь. Благо, если она оказывается во имя спасения. С испокон веков чеченцы славились тем, что сами, независимо от лихолетия, находили свой кусок хлеба, строились и делали все возможное, чтобы на них не указывали пальцем. Вот, мол, он не может покормить семью. Чеченцы не просили подаяния, каждый принадлежал к определенному роду, а родичи, в свою очередь, никогда не позволяли ближнему дойти до сумы. У человека мог пасть скот, сгореть дом, но родственники не давали ему пасть духом. Самый состоятельный отдавал пострадавшему на год-два весь свой скот. Приплод и настриг делились пополам. Когда чеченец не мог своими силами построить дом, то он прибегал к такому красивому и благородному обычаю, как белхи. Люди приходили сами, добровольно, с радостью и огромным желанием помочь нуждающемуся. Неужели мы уже не те чеченцы? Неужели чеченским обществом правит уже не честь и достоинство, а власть золотого тельца? Если наше общество не придет к золотому правилу «не поработал, не заработал», то мы будем обречены заживо гнить со своими грезами о сладкой и безмятежной жизни на халяву. В завершение приведем слова из дневника русского солдата Сергея Беляева, находившегося в период Кавказской войны 19 века 10 месяцев в плену у чеченцев. Чеченцы очень бедны, но за милостыней никогда не ходят и не любят просить, и в этом состоит их моральное превосходство над остальными горцами. Что говорят о нас и что говорим мы в виртуальном киберпространстве? Сбор подписей в защиту Аракчеева и Худякова. Трудоустройство алименщиков на службу в Чеченскую Республику. Загадочная чеченская болезнь Никарагуа. С подборкой новостей минувшей недели на тему о Чеченской Республике в новостейной ленте глобальной сети интернет. На Медне в сети интернет выложен рейтинг выживаемости губернаторов, который оценивает по пятибалльной шкале шансы региональных лидеров на сохранение поста в текущем году по версии Международного института политической экспертизы. В экспертной комиссии на условиях анонимности приняли участие 15 экспертов-политологов и представителей федеральных органов власти. Считается, что чем выше оценка, тем больше у губернатора шансов сохранить свое кресло. Следует отметить, что в последнем рейтинге отличников и хорошистов стало намного меньше, и связано это, по мнению аналитиков, с активной кадровой политикой президента Дмитрия Медведева. Получившие единицу могут лишиться постов в ближайшее время. Среди них Юрий Евдокимов, Мурманская область, и Муртаза Рахимов, Башкирия. Двойки у Сергея Катанандова, Карелия, Сергея Дарькина, Приморский край, Николая Максюты, Волгоградская область, Александра Михайлова, Курская область, Валерия Сердюкова, Ленинградская область и Петра Сумина, Челябинская область. Отличниками, которые сумеют без очевидных проблем сохранить посты, признаны недавно назначенные губернаторы Виктор Зимин, Хакасия, Александр Волков, Удмуртия и другие. Из занимающих свои посты более продолжительное время наиболее успешными в сфере решения политических и экономических задач признаны Рамзан Кадыров, Александр Хлопонин, Красноярский край, и Валерий Шанцев, Нижегородская область. В интернете начался сбор подписей под обращением к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в защиту офицеров Сергея Аракчеева и Евгения Худякова. Напомним, российские офицеры были осуждены по обвинению в убийстве 3 жителей Чеченской Республики. Дважды их оправдывал суд присяжных, однако в итоге они были осуждены на 15 и 17 лет заключения. Возмущенная патриотическая общественность начала кампанию в защиту того и другого, а на специально созданном сайте развернулась бурная дискуссия в поддержку преступников. Наверное, патриотическая Фемида может себе позволить избирательный гуманизм, освобождая досрочно насильника и убийцу Буданова, который чем-то мил горе-патриотам. Но в таком случае и президент вправе не замечать ни этих национал-обращений, ни этого ложного гуманизма. В противном случае ему придется заметить и многотысячные обращения в защиту Зары Муртазалиевой, которую несправедливо осудили только потому, что силовикам нужна была очередная галочка в борьбе с терроризмом. Россия проиграла в Европейском суде по правам человека в Страсбурге 3 дела по искам жителей Чеченской Республики и должна выплатить 550 тысяч евро за исчезновение их родственников в 2001-2003 годах, говорится в коммюнике суда.
Потерпевшие утверждают, что их родных похитили российские военнослужащие. Согласно решению суда, Российская Федерация должна выплатить потерпевшим 475 тысяч евро за моральный ущерб, 47 тысяч евро за нанесение материального ущерба и 29,6 тысяч евро на покрытие судебных издержек. Решение Палаты суда вступит в силу, если стороны в течение 3 месяцев не обратятся с просьбой передать дело в Большую Палату суда, которая, в свою очередь, может отклонить обращение. Отправлять в армию неплательщиков алиментов еще в прошлом году предлагало Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области. Безработных папаш по замыслу управления можно отправлять на оплачиваемые военные сборы, а затем изымать алименты из военного жалования. Однако реализована идея на Медне лишь в Красноярском крае, в райцентре Курагине. Причем администрация центра пошла дальше. Решено отправлять алиментщиков на контрактную службу в армию. Уже 20 апреля 4 должников, подписавшие контракты, отправятся в свои части, расположенные в Чеченской Республике. По оценкам авторов программы, к контрактной службе в армии удастся привлечь около 400 жителей Курагинского района. Вообще в районе около 15 тысяч злостных алиментщиков. Сообщается, что такое решение проблемы созрело в райцентре не от хорошей жизни. Работы в поселках и маленьких городах практически нет, и контрактная служба чуть ли не единственный способ заработать. Минимальное жалование военнослужащего контрактника – 12 тысяч рублей. Служба в горячих точках оплачивается в кавычках еще выше – аж до 25 тысяч рублей в месяц. Помнится, в 2005-2006 году в ряде населенных пунктов Чеченской Республики произошли вспышки неизвестного заболевания, сопровождавшегося судорогами и нарушениями дыхания у девушек молодого возраста и женщин. Специалисты Московского центра имени Сербского тогда признали заболевание психическим расстройством, спровоцированным длительным высоким психоэмоциональным напряжением. Такая же вспышка психических расстройств неясного происхождения зафиксирована на неделе и среди жителей 3 индейских поселков на берегах реки Кока на севере Никарагуа. Как и в Чечне, основными симптомами заболевания являются повторяющиеся панические приступы, сопровождающиеся судорогами и нарушением дыхания. Помимо этого, у больных часто наблюдается потеря ориентации в пространстве и времени, иногда они впадают в состояние, подобное трансу. Важной особенностью таких расстройств является их коллективный характер и способность распространяться путем психического заражения. Как правило, их симптомы бесследно исчезают в течение определенного времени. Рост зарегистрированной безработицы по итогам 2008 года отмечен в 44 из 83 регионов России. Вместе с тем, до начала финансового кризиса в январе-сентябре прошлого года безработица росла лишь в 11 регионах, говорится в материалах Росстата. Об этом сообщает РИА Новости. При этом говорится, что за счет снижения безработицы в других регионах общероссийский показатель на 1 января 2009 года был ниже прошлогоднего на 2%. Всего в России по итогам 2008 года в государственных учреждениях службы занятости было зарегистрировано свыше 1 миллион человек. Самый высокий показатель безработицы по данным опросов населения по проблемам занятости по методологии Международной организации труда отмечается в Ингушетии – 55% экономически активного населения и Чеченской Республики – 35,5% экономически активного населения. При этом отдельно отмечается, что в то же время в Чеченской Республике количество безработных по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом снизилось аж на целых 34,6%. Для сравнения, в той же Ингушетии число безработных за этот период выросло на 22,4%. В Абу-Даби в главном офисе национальной нефтяной компании «Ибис» прошла встреча председателя правительства Чеченской Республики Одесса Байсултанова с руководителем нефтяной компании Хадем Аль-Кубайси. Данная поездка стала результатом договоренности президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с наследным принцем Объединенных Арабских Эмират шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном. На встрече, которая прошла в прошлом году в Абу-Даби, по указанию шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаян, стороны пришли к решению о том, что в ближайшее время правительство Чеченской Республики представит арабской стороне инвестиционные проекты в области нефтепереработки и добычи газа. Планируется, что арабская сторона направит в Чеченскую Республику своих специалистов для изучения предложений на месте. В Абу-Даби Одесс Байсултанов встретился также и с руководителем строительной компании «Адик» Хусейном Аль-Кувайси. Сообщается, что эта компания занимается строительством объектов в разных странах мира и выпускает промышленную продукцию.
В ходе этой встречи была достигнута и договоренность о том, что в ближайшее время в Чеченскую Республику будет направлена группа специалистов для ознакомления с инвестиционными проектами, в числе которых строительство цементного и кирпичного заводов, а также завода по производству гипсокартона. Духовное управление мусульман Нижегородской области предлагает запретить продажу алкоголя в Краснооктябрьском районе. Об этом говорится на официальном сайте Духовного управления мусульман Нижегородской области. Письмо с данным предложением 8 марта председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз Хазрат Закиров передал главе администрации Краснооктябрьского района. В сообщении указывается, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров 17 февраля 2009 года подписал указ, согласно которому алкогольная продукция на территории Чеченской Республики будет реализовываться с 8 до 10 часов дня. Речь идет о продукции, содержащей 15 и более процентов спирта. Такую же меру предлагается принять и для торговых предприятий Краснооктябрьского района, где более 90% населения принадлежит к татаро-исламской культурной традиции. Один из сайтов непризнанной Ичкерии обнародовал решение Комитета по шариатскому праву так называемого правительства Ичкерии о привлечении к шариатскому суду Мавлади Удугова. Его собираются судить за содействие в организации нападения в 1999 году чеченских боевиков на Дагестан. По неподтвержденным данным, сам Мавлади Удугов, который после начала второй военной кампании одним из первых сбежал из Чечни, находится в Турции, откуда и играет в интернет-войнушки со всем миром в онлайн-пространстве. Такой же виртуальный комитет существует и у Имарата Кавказ. В итоге получается, что эта борьба на одном и том же виртуальном поле и напоминает борьбу с ветряными мельницами. Из всего сказанного в очередной раз становится ясно, что и те, и эти, как и обычно, пытаются использовать ислам и шариат как идеологию в борьбе за умы людей и пытаются эксплуатировать веру в собственных интересах. Следующая статистика нашего тележурнала – максимум исследования того, что лежит за внешней стороной определенного события или явления. Кому-то представленный материал покажется расследованием, а кому-то разоблачением, но это лишь объективный анализ с позиции тележурналиста. Валид Гинаев рассуждает о вопросе предоставления международного статуса аэропорту Грозный. Чеченская Республика должна в полной мере подготовиться к приданию аэропорту Грозный статуса международного. Об этом на Медне заявил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Глава республики также подчеркнул, что в этом вопросе с федеральным центром достигнуты договоренности о снятии ограничений, и принципиальное решение уже согласовано с Москвой. По словам Рамзана Кадырова, в связи с достигнутыми договоренностями уже сегодня встает вопрос соответствия аэропорта международным стандартам. Рамзан Кадыров подчеркнул, что от придания международного статуса воздушным воротам республики и открытия в регионе собственного пункта таможенного контроля напрямую зависит привлечение инвестиций в республику, так как эти меры позволят существенно расширить экономические возможности региона и явятся дополнительным стимулом для привлечения инвесторов. Справка. Восстановление аэропорта Грозный завершено в октябре 2006 года. Уже в марте 2007 года совершен первый за последние 10 с лишним лет пассажирский рейс по маршруту Грозный-Москва. Первоначально авиаперевозками из Грозного и обратно занималось унитарное предприятие «Войнах-Авиа», в обязанности которого входит наземное обслуживание аэропорта. Авиарейсы на этот период совершались авиакомпаниями «Дагестанские авиалинии» и «Дон-Авиа». Однако уже в июле 2007 года распоряжением правительства Чеченской Республики создается авиакомпания «Грозный Авиа». Ее учредителем выступает региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова. С июня 2008 года «Грозный Авиа» открывает регулярные рейсы в Москву в аэропорт Внуково. На данный момент в распоряжении авиакомпании находятся 2 самолета типа Як-42 и 2 лайнера Ту-134 и Ту-154. Планируется, что в скором времени компания закупит еще 3 таких самолета. Битва за международный статус аэропорта Грозный идет с самого его открытия. До последнего времени, несмотря на ряд договоренностей, достигнутых с чиновниками различного уровня вплоть до президента Российской Федерации, пресловутые третьи силы самым активным способом пытались противостоять процессу придания Грозненскому аэропорту международного статуса и открытию в Грозном пункта таможенного контроля. При этом напрочь забывалось, что как руководством страны, так и силовиками неоднократно декларировалось, что обстановка в республике стабилизировалась и находится под контролем правоохранительных органов.
в качестве главного аргумента оппонирующей стороной приводилось пресловутое постановление за номером 1223 о мерах по предотвращению проникновения на территорию Российской Федерации членов зарубежных террористических организаций, ввоза оружия и средств диверсии в установленных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации в пределах Северокавказского региона, которая в свое время, как известно, напрямую касалась именно Чеченской Республики. Самое смешное в этом аргументе это то, что датирован этот документ аж ноябрем 1999 года. Иначе говоря, с тех пор прошло ни много ни мало 10 лет, и ситуация в регионе изменилась кардинальным образом. Не говоря уже о фазе активных боевых действий, Чеченская Республика даже от фазы возрождения социально-экономической составляющей региона перешла к этапу устойчивого социально-экономического развития. В этой новой ситуации, естественно, встают вопросы налаживания торгово-экономических связей, воздушного передвижения граждан республики, ввоза строительных материалов, в том числе из-за рубежа. Нерешенность проблемы со статусом аэропорта серьезно сказывается на себестоимости широкомасштабных строительно-восстановительных работ, в их темпах реализации и оказывает отрицательное влияние на морально-психологическое состояние как минимум десятка тысяч граждан, которые для совершения поездок даже в близкие страны вынуждены первоначально добираться в другие регионы и вылетать оттуда. Республике необходим международный аэропорт, и в плане установления прочных взаимоотношений с многочисленной чеченской диаспорой, разбросанной в результате 2 военных кампаний по всему миру. Ее число, по самым предварительным расчетам, составляет более 150 тысяч человек. В географии значатся такие страны, как Казахстан, Украина, Белоруссия, а также страны Ближнего Востока и Западной Европы. На все эти и другие серьезные аргументы чеченская сторона до последнего времени получала один и тот же стандартный ответ, основным акцентом которого являлось и достаточно спорное утверждение о том, что в пределах досягаемости Чеченской Республики существуют международные аэропорты в Минводах, Махачкале и Нальчике. Рассмотрим эти и другие аргументы в несколько иной плоскости и в несколько иных направлениях. Вот справка о тех самых аэропортах, которые находятся в так называемых пределах досягаемости. Как видно из представленной справки, статус международного имеют практически все регионы Северного Кавказа. Более того, некоторые из них имеют 2, а то и 3 аэровокзала с соответствующим статусом. И лишь Грозный находится на положении бедного родственника, без каких-либо прав в вопросах воздушных перевозок. Всякие комментарии в этой ситуации, как говорится, излишни. Во-вторых, о возможности террористических угроз и провоза нелегального товара в Чеченскую Республику. Как уже отмечалось выше, за последнее время ситуация в Чеченской Республике изменилась кардинальным образом, и по существу этот вопрос отпадает уже в принципе. Тем не менее, создается ощущение, что некоторые федеральные чиновники до сих пор не свыклись с тем, что Чеченская Республика такой же полноценный субъект и равноправный партнер, как и остальные регионы, а не зона контртеррористической операции. Все тот же Дагестан или Кабардино-Балкария, который, к слову, имеет свою таможню и международный аэропорт, вызывает большую обеспокоенность в плане террористической угрозы, нежели Чеченская Республика, в которой вот уже на протяжении нескольких последних лет эта проблема не наблюдается вовсе. Именно поэтому шаблонные формулировки типа террористической угрозы и контрабанды ничего, кроме как иронической ухмылки, у обывателя вызывать не могут. И, наконец, в-третьих, о соответствии аэропорта международным требованиям и определенным стандартам международного образца. Справка. Придание всякому аэропорту статуса международного налагает кучу нелегких, но вполне выполнимых обязательств. В международных аэропортах в обязательном порядке должны быть оборудованы пункты пропуска через государственную границу. Должны быть созданы определенные условия для работы пограничной и таможенной службы. Международный аэропорт также должен обеспечить круглосуточное дежурство вертолета с командой спасателей для выполнения авиационно-спасательных работ в случае чрезвычайных ситуаций или происшествий. Финансирование этих и других обязательных условий лежит на администрации аэропорта. В этом вопросе обратим внимание на тот факт, что ряд ответственных комиссий уже несколько раз подтвердили, что с технической стороны аэропорт уже готов к приему зарубежных рейсов. О чем не скажешь о некоторых действующих вышеперечисленных аэропортах Северокавказского региона. Возникает вполне резонный вопрос. Если все претензии в адрес чеченских властей не обоснованы, в чем же корень проблемы? Все объясняется довольно просто. В условиях рынка и новых экономических взаимоотношений определенные круги региональных элит, которые уже пристроены к сверхприбыли от пассажирооборота, оборота товаров, контрабанды и нелегальных таможенных поборов, не заинтересованы в появлении на уже освоенном и размеченном бизнес-поле новых игроков. Открытие в соседнем регионе международного аэропорта существенно снизит именно их прибыль, так как она будет оседать уже не в их карманах, а в бюджете соседней республики.
Поэтому регионами, владельцами международных аэропортов и предпринимаются в чиновничных кабинетах определенного рода усилия с одной единственной целью – хотя бы на время попридержать ситуацию в накатанном русле. Справка. В настоящее время из Грозненского аэропорта осуществляются полеты лишь в Москву. Однако буквально в следующем месяце ожидается, что чеченские авиалинии начнут рейсы в крупные российские города – Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Тюмень. В ближайших планах авиакомпании открытие маршрутов в Самару, Уфу, Нижневартовск, Ярославль, а также в некоторые города стран СНГ – Астану, Алма-Ату, Чимкент, Караганду, Киев, Минск и Брест. Отметим, что авиарейсы в этих направлениях не осуществлялись с конца 80-х, начала 90-х годов уже прошлого столетия. В случае же отмены пунктов постановления правительства Российской Федерации от 9 ноября 1999 года географию взаимовыгодного сотрудничества и воздушных перевозок значительно расширится. Ожидается, что в этом случае первый международный авиарейс будет совершен в одну из арабских стран. История Чеченской Республики – это в значительной степени история нашего общества, которая парадоксальным образом до сих пор остается малоизученной. Именно поэтому эта рубрика задумана как обзор ключевых событий чеченской истории, определявших ее дальнейшее развитие. Итак, события и факты нашей истории. Первая половина марта в истории Чеченской Республики. 4 марта 1784 года на Северном Кавказе произошло крупное землетрясение, а уже 8 марта этого же года появилось первое сообщение генерал-майора Пеотлинга о выступлении в ауле Алды шейха Мансура. Шейх Мансур, или как его еще называют в народе Ушурма, крупный военно-религиозный политический лидер кавказских горцев конца 18 века. Шейх Мансур, который является национальным героем чеченского народа, родился по одним данным в 1765 году, по другим в 1760 в селении Алды, Большой Чечни. Подробности происхождения как его самого, так и его учения до сих пор мало известны. Однако точно известно, что чеченец шейх Мансур происходил из тейпа Элистанжхой. Отец Мансура Шааббас был родом из селения Элистанжи. Некоторое время семья жила в селе Хатуни, затем обосновалась в селе Алды, где и родился Мансур. Основными своими целями Мансур ставил борьбу с рабством, феодалами, кровной местью и в целом замену горских адатов на мусульманские законы шариата. Движение Мансура, распространившись среди кабардинцев и закубанцев, быстро охватило весь Северный Кавказ. После серии удачных походов и сражений силы Мансура были истощены, и он был вынужден с последними отрядами укрыться в занятой турками Анапе. 22 июня 1791 года в ходе штурма и взятия российскими войсками Анапы Мансур был ранен и попал в плен. Иван Федорович Паскевич, граф Ереванский, светлейший князь Варшавский, российский военный деятель украинского происхождения. Генерал-фельдмаршал Паскевич происходил из потомственного казачьего рода Полтавского полка, ведущего начало от Пасько, старшины в армии гетмана Богдана Хмельницкого. Принимал участие в русско-турецкой войне, а в 1811 году назначен бригадным командиром. В Отечественную войну 1812 года принимал видное участие в боях под Салтановкой, Смоленском, Бородино и Вязьмой. В 1826 году генерал Паскевич получил повеление ехать на Кавказ для командования войсками против персиян совместно с Ермоловым, причем ему был вручен секретный указ заместить последнего, если найдет это нужным. Действия его против персидской армии были очень удачны. Он разбил их под Елизаветополем, а за овладение Ереванью был возведен в графское достоинство с наименованием Ереванский. В 1827 году он заменил на Кавказе Ермолова, уволенного в отставку. Отвлеченный войной с персами, он не имел достаточно времени вникать в дела по управлению Кавказским краем. Да и оставаться там ему пришлось недолго, так как уже летом 1831 года, по случаю кончины Дибича, он был назначен главнокомандующим войсками в Польше. В конце февраля, начале марта 1840 года в Чечне вспыхнуло всеобщее восстание горцев под руководством Шуаиб-Муллы Центароевского, Джавадхана Даргоевского, Ташавхаджи Саисановского и Сейгин Даргиноевского. Уже в начале марта чеченский мулла Магомед Хаджи вместе с беглым из Дагестана Шамилем прибыл в верховье Аргунского ущелья с призывом чеченцам подняться на Газова. 7 марта Шамиль прибывает в Урус-Мартан, где состоялась его встреча с Исой Гендаргиноевским и Ахверды Махмой. В
Вскоре Шамиль был избран имамом Чечни, а затем и Дагестана. Именно с присоединения к восстанию Чечни в марте 1940 года и начинается нашумевшая в свое время военная карьера Шамиля Гунибского. Народы Кавказа призыву не подлежали, но известия о начале русско-японской войны всколыхнули весь Северо-Кавказский регион, и к наместнику императора на Кавказе стали поступать многочисленные обращения делегаций горских народов, в том числе от чеченцев, желавших принять участие в войне за Белого царя. Каждый всадник прибывал в дивизию, как правило, со своим конем, шашкой и кинжалом. За коня выплачивалась компенсация. В месяц каждый горец получал по 20-25 рублей. Приличные по тем временам деньги. Наплыв желающих служить был столь велик, что это позволило развернуть целое соединение – Кавказскую конную бригаду, в которую вошли чеченцы. Именно в русско-японской войне отличился и чеченец генерал от артиллерии Ирисхан Алиев. Алиев принял активное участие в боях за Мугден. В одно время вместо генерала Лицевича, вышедшего из строя, он был даже назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего русским фронтом. За участие в этой войне генерал Алиев был награжден золотым оружием и орденами Святого Георгия 4-й степени, Станислава и Анны 1-х степеней с мечами. Позже Алиев участвовал в Первой мировой войне, командуя одно время даже российским корпусом, огромным соединением, состоявшим из нескольких дивизий. Прославившись во внешних войнах, генерал Ирисхан Алиев после революции 1917 года стал правой рукой Антона Деникина на Северном Кавказе. По происхождению Алиев выходец из селения Арсеной и был женат на дочери чеченца генерала Арцу Чермоева, княжне Салиме. Погиб вместе с сыновьями Энгларханом, Эксанханом от рук большевиков в годы Гражданской войны. Ровно 100 лет тому назад, в начале марта, по Терской области был распространен приказ о создании во главе с войсковым старшиной Вербицким временного охотничьего отряда, на который возлагалось поручение по поимке и уничтожению абрека Зелимхана и его единомышленников. Движение абречества рассматривалось народами Кавказа как форма индивидуального террора и протеста против личной несвободы. Именно в силу этого за образом абрека утвердилась слава благородного и благочестивого разбойника вроде Робин Гуда. Наибольшую известность в дореволюционный период получил чеченец абрек Зелимхан Гушмузукаев из селения Харачой. Он начал свою борьбу в 1901 году. За его голову царская администрация назначила большую награду, которая все время росла на протяжении 13 лет, пока Зелимхан был неуловим для властей. Целый ряд чеченских аулов были обложены большими штрафами за укрывательство Зелимхана. Несколько селений пострадало от карательных экспедиций, но никто из крестьян так и не выдал своего защитника. Только лишь в 1913 году нашелся человек, который сообщил властям о его местонахождении. В сентябре 1913 года тяжело больной Зелимхан был окружен и убит около чеченского селения Шали. Весной 1918 года большинство чеченцев поддержало советскую власть, поскольку в ходе аграрной реформы, проведенной властями Терской Народной Республики, чеченским обществом была возвращена значительная часть земель, переданных царской администрацией казакам и русским поселенцам. С октября 1917 по март 1918 года в Терской области полыхает пламя межэтнических войн. Чеченцы и ингуши нападают на казачьи станицы, в ответ казаки и солдаты громят чечено-ингушские аулы. Большевики в расчете завоевать доверие как горцев, так и казачества были вынуждены лавировать между интересами различных национальных групп. Так им удалось привлечь на свою сторону значительную часть горцев обещаниями вернуть землю, занятую казаками. Именно в этих условиях, в условиях борьбы за влияние у населения, и была провозглашена в Гойтах в марте 18 года советская власть в Чечне. Деятельность Гойтинского народного совета, особенно пробольшевистски настроенного Асламбека Шарипова, а также политическая линия Таштамира Эльдарханова и других просоветски настроенных активистов, поиск гражданского мира, учет местных особенностей, стремление всерьез реализовать декларированное право на внутреннее самоуправление автономных горских областей вызвали симпатию к новой власти у горцев. Гибкая политика Эльдарханова, Атаева и других, их опора на авторитеты в народе и в тот период лояльных к советской власти шейхов, помогла позже советской власти укрепиться и в Чечне, и в Ингушетии. В Чечне вышел сигнальный номер газеты «Вести Республики» с текстами Конституции, законов о выборах президента и парламента Чеченской Республики, принятыми на референдуме. 1 марта 2007 года президент России Владимир Путин официально предложил кандидатуру Рамзана Кадырова на пост президента Чечни. Принимая это решение, я исходил из того, что им многое сделано для восстановления Чечни за последние годы, и в качестве заместителя председателя правительства, и в качестве его главы, отметил Путин, встречаясь с Кадыровым у себя в резиденции в Новоогарево. Уже 2 марта 2007 года парламент Чеченской Республики одобрил наделение Рамзана Кадырова
полномочиями президента республики. За это решение высказались 55 депутатов из обеих палат. 5 апреля 2007 года в городе Гудерме состоялась официальная церемония инаугурации Рамзана Кадырова в должности президента Чеченской Республики. На церемонию вступления Рамзана Кадырова в должность в Чечню прибыло более 1500 гостей и около 500 официальных лиц. Саму церемонию освещало около 200 российских и 70 иностранных журналистов. Грозненский аэропорт в эти дни работал в режиме небывалом за последние 15 лет. Только из Москвы прилетело 11 чартерных рейсов с гостями. Свой первый президентский указ Рамзан Кадыров посвятил национальной политике. Эту концепцию мы разрабатывали особо тщательно, готовили ее около 2 лет. Она одобрена обеими палатами парламента Чеченской Республики, и я уверен в том, что именно с такого документа мы должны начать свое дальнейшее движение, сказал тогда Кадыров. Этот день стал еще одним важным шагом на пути мирного и стабильного развития республики. Работу по возрождению Чеченской Республики, реализацию ее значительного потенциала, укрепление фундамента мирного и стабильного развития республики, обеспечение безопасности граждан, повышение их благосостояния и уровня качества жизни Рамзан Кадыров продолжил уже в новом качестве. На этом все. Как вам было предложено, смотрите программу каждую субботу. Удачи всем!